В эфире новости на телеканале «Якутия-24», в студии Юрий Осипов. В начале о темах этого выпуска. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов Якутии. Якутский осетровый рыбоводный завод планирует вести до 2024 года в селе Улаханан Хангаласского района. В Якутии планируют развить сеть газовых автозаправочных станций. Отменить приказ об увольнении ректора Малой академии наук Василия Павлова. Такое поручение в ходе заседания с руководством правительства региона дал глава республики Айсен Николаев. Все решения по Павлову должны быть отменены в течение ближайшего часа, сказал глава Якутии. Министру образования и науки республики Михаилу Сивцеву за нарушение Трудового кодекса Айсен Николаев вынес выговор. Председателю рекправительства Андрею Тарасенко замечание за предоставление неверной информации. Напомним, 9 октября ректор МАН сообщил в инстаграм-аккаунте учреждения, что его уволили в одностороннем порядке из-за несогласия с приказом регионального Минобрнауки, согласно которому здание академии должно перейти под инфекционную больницу для пациентов с ковидом. Сегодня глава республики встретился с Василием Павловым. В Якутии почти четверть заразившихся новой коронавирусной инфекцией дети. На сегодняшний день в тяжелом состоянии в медучреждениях Якутии находятся 167 больных новой коронавирусной инфекцией. Из них 33 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня во время брифинга оперативного штаба республики сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балапкина. По словам вице-премьера, наиболее сложная обстановка сохраняется в Мегино-Кангаласском Улусе и ряде районов республики, где ежедневно наблюдается прирост заболевших с ковидом, в связи с чем республиканским оперштабом дано поручение районам усилить вакцинацию граждан. Количество детей больных увеличивается уже 23% от общего количества детей. Эти дети. 101 ребенок получают лечение в инфекционных стационарах как города Якутска, так и районах нашей республики. В связи с тем, что по городу Якутску принято решение о очном обучении детей младших классов с 1 по 4 класс, необходимо обратить внимание о тех мерах безопасности, которые должны принимать семьи, в которых мамы, молодые мамы являются беременными. Должны принимать те семьи, в которых пожилые граждане присутствуют и также являются членами семьи. 7 из 11 общеобразовательных учреждений Горного Улуса перешли на дистанционное обучение. Такое решение принял районный оперштаб. Более 1000 учащихся до 18 октября текущего месяца получат знания на платформах Zoom и Google Class. В данное время в Улусе 7 школ находятся в онлайн-режиме, в дистанционном формате учатся. А в 4 школах учеба продолжается в обычном режиме, в том числе в селе Бескёль, в Атамайской средней школе дети учатся в очном формате. В то же время дети в Амгинском районе частично вернутся к очной форме обучения. Напомню, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса оперативный штаб Амгинского Улуса по недопущению завоза и дальнейшего распространения для снижения заболеваемости решил организовать образовательный процесс в 8 школах района с использованием дистанционных образовательных технологий с 28 сентября по 11 октября. На днях оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией провел очередное совещание. По его итогам принято решение возобновить обучение в 6 школах района на очной основе. Дети вернутся в класс с 12 октября. Также решением оперштаба возобновляются образовательные программы в очной форме в учреждениях дополнительного образования. Конечно, были сложности с организацией дистанционного образования в ряде наслегов. Это связано в первую очередь со скоростью интернет. Во-вторых, это обеспечение детей техническими средствами обучения. Но силами родителей, наших учителей, школ, этот вопрос мы как-то решили, и мы смогли обеспечить всем 100% обучение именно в дистанционном формате. С сегодняшнего дня закрылась навигация для маломерных судов Якутии. Приказ регионального Минтранса пока касается только судов подконтрольных инспекций по маломерным судам. К ним относятся некоммерческие катера и лодки до 12 человек, владельцами которых, как правило, являются рыбаки, охотники и любители отдыха на лоне природы. Сотрудники инспекции вышли в ежедневные рейсы, цель которых профилактика, а также выявление нарушителей. Для коммерческих перевозчиков, осуществляющих провоз пассажиров с берега на берег, сезон навигации пока не закончен. С катеров на Хивус они перейдут только в начале устойчивого ледообразования на реке. В это же время паромные переправы начнут ходить в сопровождении тяжелых буксиров, а в период интенсивного ледостава их будут сопровождать ледоколы компании «Лорд».
В Тампонском районе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» управлением автодорог приняты ремонтные работы на региональной дороге Яна. Подробности в следующем материале. Автодорога Яна с приходом крупных горнодобывающих компаний непосредственно связана с освоением месторождений и развитием промышленности Тампонского улуса. Также она имеет большое значение для социально-экономического развития соседнего Верхоянского района. С 2010 года содержанием региональной автодороги Яна Хандага-Тополиная 280 километров занимается ООО «Дортранс». Благодаря слаженной работе трудовой коллектив во главе с бессменным руководителем Михаилом Матыко в канун профессионального праздника Дня дорожника сделали жителям себе подарок с высоким качеством, а главное, в срок торжественно сдали участки республиканской автодороги Яна. Еще дополнительно были выделены федеральные средства, которые были разыграны нами. Они конкурс выиграли, еще 70,5 километров автодороги на этой, где как раз вы помните, да, весной из обильного снегопада была лавина, которая, к сожалению, унесла человеческую жизнь. Эти ремонтные работы как раз на этом лавинном участке, они дополнительно за счет федерального финансирования производят. Таким образом, общая протяженность сданной автодороги в 2021 году составит 41 километр. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, село Тополиное, Тампонский район. Якутский осетровый рыбоводный завод планирует вести до 2024 года в селе Улахан-Ан Хангаласского района. По итогам открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации по объекту победителем признана архитектурно-строительная компания «Дом». С ней уже заключен госконтракт на выполнение работ. Отмечается, что ввод в эксплуатацию Якутского осетрового рыбоводного завода позволит осуществлять массовое искусственное воспроизводство ценных видов рыб в Ленском бассейне, обеспечить производство посадочного материала сиговых рыб для развития в регионе озерного товарного рыбоводства. В Якутии планируют развить сеть газовых автозаправочных станций, а тем, кто будет переходить на газомоторное топливо, возмещать часть потраченных средств за установку газового оборудования. Более подробно в материале Дмитрия Тымырова. Вопросы развития газовой отрасли в регионе было в приоритете всегда. Якутск стал вторым субъектом в стране после Москвы, когда общественный транспорт начали переводить на газомоторное топливо. Была такая программа газомоторная еще с 2009 года по переходу на газомоторное топливо, именно на метан. И в связи с чем мэрия города решила приобрести, сначала попробовать, а потом, так как хорошо показала себя эта программа, и дальше внедрять ее. И тогда были закуплены первые автобусы на газу, далее уже в 2013-м. По словам специалистов МУП ЯПАК, выгода применения газомоторного топлива существенная. На примере наших автобусов, если брать чисто на разнице в стоимости топлива, то в год это экономия где-то около 1 000 000 рублей на один автобус. И на сегодня сколько у вас автотранспорт работает в МУП ЯПАКе на газу? На данный момент у нас 27 газовых автобусов. Надеемся, в следующем году нам должны прийти еще 40 новых автобусов, и тогда у нас 100% предприятия будут работать именно на газомоторном топливе. Действительно, в следующем году городские власти в рамках празднования столетия Якутской ССР запланировали закупить для нужд города 100 новых автобусов, которые будут ездить на газовом топливе. При этом данное обновление будет производиться посредством реализации лизинговых механизмов, где Министерство транспорта предоставляет субсидию на обеспечение первоначального лизингового взноса, а остальные же платежи будут производиться за счет муниципального бюджета, а также средств частных перевозчиков, членов некоммерческой организации «Союз Авто». Вместе с тем городские власти намерены развить и междугороднее автобусное сообщение. Ввиду того, что мероприятие по чествованию столетия носит общереспубликанский масштаб, Министерством транспорта запланировано введение новых межмуниципальных маршрутов, которые в ближайшем будущем планируется ввести в ряд ближайших муниципальных образований и в перспективе до города Нерингри. При этом на сегодняшний день ведется проработка вопроса, кто будет выступать оператором данных перевозок. Что касается расширения сети газовых автозаправочных станций, то тут власти региона до 2030 года хотят увеличить их количество до более чем 40 станций. Так, в рамках участия на Петербургском международном газовом форуме глава Якутии Айсен Николаев предложил регионам Дальнего Востока и Сибири развивать газовую отрасль, чтобы получить поддержку Министерства
Министерства энергетики Российской Федерации, благодаря которому будут субсидироваться проекты по развитию газомоторного топлива. Ведется работа с Министерством энергетики Российской Федерации, чтобы нас включили в программу развития энергетики и тем самым получили тоже дополнительное субсидирование на перевод газобаллонного оборудования автотранспортных средств. Тогда у нас, если мы попадем, нас включат в данную программу федеральную, тогда житель, который будет переводить свое автотранспортное средство на газобаллонное оборудование, до 60% возмещения понесенных затрат. Напомним, сегодня в Якутии действует производство сжиженного природного газа мощностью 12 тысяч тонн, а в ближайшие годы планируется увеличить эти объемы до 30-40 тысяч тонн. В среднесрочной перспективе строительство среднетоннажного производства и увеличение объемов потребления СПГ среди населения до 100 тысяч тонн. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Совсем скоро воспитанники детских садов «Солнышко» и «Нюргугун» Сунтарского улусного центра будут оздоравливаться в соляных комнатах. Перспективный проект директора Кемпендяйской солевой компании Алексея Игнатьева поддержан и профинансирован из улусного бюджета. Сейчас устанавливают покрытие от пола до потолка соляными блоками. До конца года в Улусе в планах открыть соляные комнаты в 4 детских садах. В работе в журнале «Курутология» там идет описание процесса ионов соли. То есть, в принципе, то же самое. Но в любом случае это ингаляция. Ингаляция может быть как индивидуальная, может как групповая. Это у нас групповая. Ветреную погоду прогнозируют синоптики в 6 районах республики. Местами порывистый ветер до 15-17 метров в секунду ожидается в Хангаласском, Горном, Ленском, Алекминском, Сунтарском и Мирнинском районах, сообщает Гидрометцентр. В Якутске небольшой снег, ветер западный до 8 метров в секунду, днем порывы 8-13 метров. Температура воздуха ночью -2, -4, днем -1, +1. На этом наш выпуск завершен. До встречи.